Всем мира, друзья! Сегодня поговорим о битве при Молодях. Алга. Битва при Молодях, произошедшая 28 июля 3 августа 1572 года в Подмосковье между крымскими и русскими войсками, являлась решающим и наиболее масштабным боевым столкновением во время второго московского похода Давлетгирея I. Она относилась к числу крупнейших сражений русско-крымских войн XVI века и являлась первой серьезной битвой, в которой московские воеводы сумели одержать победу над армией гиреев. При этом победа заключалась в том, что русские войска просто сумели пересидеть Давлетгирея, дождавшись, пока хан не ушел сам. Именно поэтому пятидневная осада русского лагеря, закончившаяся организованным отступлением войск хана за Оку, в последние 2 десятилетия оказалась в эпицентре формирования нового исторического мифа. Так национальный нарратив породил запоздавший на 4 века реванш, порожденный стремлением изменить популярное представление о войне двух царей – Ивана Грозного и Давлетгирея I. Наиболее известным военным событием во время противостояния двух монархов был поход крымского хана на Москву 1571 года, приведший к сожжению русской столицы. Об этом мы говорили в выпуске номер 55 «Татар сквозь время». Историки пишут о паническом бегстве и катастрофе под Молодями, привязывая их к вылазке русских войск 2 августа 1572 года, закончившейся столь желанным разгромом Крымской Орды. Итак, давайте попробуем разобраться, что же случилось на самом деле. В первую очередь хочется обратить внимание на то, что сам факт численного превосходства крымских татар над русскими полками в кампании 1572 года по-прежнему не доказан, хотя и воспринимается как само собой разумеющееся дело. Не сохранились реестры крымских армий эпохи Давлетгирея I, неизвестна мобилизационная норма, с какого числа дворов брали человека для похода в 1572 году и реальный вклад в общие военные усилия Малой и Большой Ногайской орд. О численном превосходстве какой-либо из сторон говорить трудно, хотя бы потому, что до сих пор неизвестна численность русской армии. Российские историки все еще дискутируют на тему того, учитывались ли послужильцы детей боярских в документах или нет, а ведь в зависимости от ответа число царских воинов будет отличаться значительно. Новгородская вторая летопись повествует о 100 тысячах убитых крымцев из 120-тысячной татарской армии. Также неправдоподобно мнение, будто сведения Гробовецкого, изложенные в его письме императору Максимилиану от 5 сентября 1576 года, о том, что во время набега на русские земли татары потеряли 40-тысячное войско, относятся к Молодинской кампании. По смыслу того письма понятно, что Гробовецкий писал именно об 1576 году. Уцелевшие татары, по его словам, подверглись нападению запорожских казаков, которые отправили 12 пленных недавно прибывшему в Польшу королю Стефану Баторию. Баторий не мог быть королем в 1572 году, следовательно, попытки отнести события, описанные Гробовецким, к Молодям, лишены смысла. Более того, никакого крымского набега на Россию в 1576 году не было, и Гробовецкий, вероятно, просто пересказал услышанные им где-то слухи. Единственной зацепкой, позволяющей, если не определить точную величину потерь, то хотя бы подтвердить мнение о фантастичности гибели крымской армии, является речь русского посла в Речи Посполитой князя Троекурова. Выступая перед панами Радой в 1585 году, он сказал о московских походах хана следующее. «Не в давних временах делалось, вам-то и самим ведомо, крымский царь пришед безветно, у Москвы пожег посады, а на другое лето пришед похваляясь, а с ним 150 тысяч. Государя нашего боярин Михаил Иванович Воротынский с товарища Крымского побили, убили у него лучших людей, Карачеев и Князев и Мурс, о которых князь стоял, со 100 человек и больше, а рядовых много тысяч». По мнению польского историка Подгородецкого, аристократия составляла 1% населения ханства. Еще 5-6% приходилось на мусульманское духовенство. Согласно исследованиям польского тюрколога Круликовской и Длинской, в суде Карасу-Базара в 1683 году аристократов было от 0,6% до
1,6% от всего населения. Исследователь Ахмедхан Шейхумеров считал, что на одного убитого аристократа приходились десятки простых воинов, в среднем 50-100 воинов. Под молодями, исходя из этих приблизительных соотношений, должно было пасть не менее 7-10 тысяч. На фоне этих сведений хвастливые речи Троекурова в Польской Раде о гибели якобы сотни с лишним мурс и биев не выглядят доказательством катастрофического поражения ханской армии. В Крымском ханстве высшая знать сражалась в битвах, возглавляя свои войска. И если бы битва под молодями действительно была бы катастрофой, она привела бы к большим потерям среди первых лиц государства. Согласно исследованию Виноградова, в состав политической элиты ханства 1573-1577 года, по данным русской и польско-литовской дипломатической документации, входило 10 человек. Из них лишь мангытский Карачевей Дивейбей был пленен под молодями. Он оказался единственным представителем крымской политической элиты, про которого известно, что он выбыл из строя в результате Молодинской битвы. Ширинский и Аргынский Карачебеи Хаджи и Хаджи Ямгурчи успешно пережили 1572 год. Таким образом, мы приходим к выводу, что кампания 1572 года не оказала решающего влияния на состав крымско-татарской элиты, не привела к гибели и пресечению знатных родов Крымского ханства, не нанесла сколь-нибудь катастрофического урона крымской знати в численном выражении. Следовательно, она не нанесла подобного урона и армии. Ни один русский источник ничего не пишет про то, как крымцы при штурме 2 августа паникуют и обращаются в бегство. Описание событий в них останавливается на сообщении о завязавшемся рукопашном бое, после чего выясняется, что вечером 2 августа Давлет-Гирей ушел к Оке, а узнавшие об этом русские утром 3 августа вышли из Гуляй-города, нанесли поражение заблаговременно выставленному арьергарду и преследовали его до Оки. Про то, что подобным образом преследовались с боем главные крымские силы, ничего не известно. Следовательно, попытки объяснить якобы огромные потери крымских и ногайских воинов их бегством и эффективно организованной погоней не подкреплены источниками. Как писал Пинской, русские воеводы придерживались 2 вариантов действий при победе над врагом. Безоглядное преследование применялось тогда, когда было очевидно, главные силы неприятеля наголову разгромлены в съемном бою и бегут без оглядки. В противном случае, если враг отступал с поля боя в относительном порядке к своему лагерю и только после этого под покровом ночи снимался и начинал отход, преследование осуществлялось осторожно. Перед нами, очевидно, второй вариант с организованно ушедшим под покровом ночи ханом и осторожными действиями московских войск. В пользу мнения о том, что ханское войско не понесло катастрофических потерь, говорит то, что уже на следующий год после Молодей крымские царевичи отправились в набег на Рязанщину. Крымцы, возглавляемые самим ханом, сыграли решающую роль в поражении мятежного правителя Молдавии Иоанна Лютого в битве при Калуге 10 июля 1574 года. В 1575 году татары совершают грандиозный набег на Речь Посполитую. Набег столь масштабный и разрушительный, что он удостоился подробнейшего описания польских современников данного события. Но главный свидетель в деле о, в кавычках, катастрофе – это царь Иван Грозный и его военачальники. Уже в 1573 году царские войска были вновь развернуты на Оке. Традиция стандартного прикрытия берега продолжалась, как и прежде, до Молоди. Это значит, что царь и его окружение ожидали очередного вторжения. По замечанию Пенского, в Москве каждую весну отправляли к границе значительные силы, особенно осенью 1575 года и весной и летом 1576. Русское руководство прекрасно понимало, что хан сохранил основные силы своей армии, и угроза большого похода из Крыма на Москву сохранялась и после 1572 года. Так, в 1580-м русские выставили на Западном фронте не более 12-14 тысяч, так как им по-прежнему приходилось собирать на Оке 5-полковую рать. Ни сам царь в разговорах с крымскими дипломатами, ни русские послы в Крыму нигде не затрагивали тему Молодинской битвы.
В известной речи перед крымскими посланниками 30 января 1574 года, несмотря на ее довольно гордый тон, Иван Грозный лишь вскользь упомянул поход 1572 года, но про саму битву же он не сказал ни слова. Достойно сожаления, что российские исследователи пишут о разгроме крымских татар в битве при Молодяме, в доказательство чему цитируют источники, о разгроме не сообщавшие. Например, исследователь Буганов сообщает, что под Молодями татары были наголову разгромлены и обращены в бегство, приводя затем источники, которые об этом вовсе не пишут. Ни паники, ни разгрома, ни беспорядочного бегства крымских татар в источнике записи разрядной книги о береговой службе и отражении нашествия крымских татар в 1572 года нет. Сообщено лишь о вылазке Воротынского и бое, завязавшемся после нее. Затем описание переходит к рассказу о ханском отступлении и выставленных арьергардах. Виноградов и Малов пишут о панике в рядах ханской армии, превратившей отход в паническое бегство с дополнительными большими потерями. Пишут они это без ссылок на источники. Трижды они называют битву при Молодях катастрофой для хана, не обосновывая выбор этого термина и его уместность. Другая же картина складывается у современников. Например, немец-опричник Генрих фон Штаден вспоминал: великий князь послал из Великого Новгорода нашему воеводе, князю Михаилу Воротынскому, лживую грамоту. Тот должен здесь держаться. Он собирается послать ему на помощь короля Магнуса с 40 тысячами лошадьми. Это письмо получил крымский царь. Испугавшись и павший духом, он отправился оттуда обратно в Крым. Как и многие другие современники битвы, Штаден не заметил разгрома крымцев в боях, против которых он принимал личное участие. Подобно пискаревскому летописцу, он видит причину отступления татарской конницы в искусно проведенной кампании по дезинформации хана. Думаем, что не случайно иностранцы, посещавшие Москву в последующие годы, Жером Гарсей, Джильс Флейчер, Исаак Масса, Жак Мержерет, не упоминали о Молодинской битве ни слова. Бои под Молодями 28 июля 3 августа 1572 года представляли собой преимущественно осаду ханом русского укрепленного лагеря Гуляй-города, где укрылись царские воеводы, предпочитавшие истощать своих воинов и их коней голодом вместо того, чтобы рисковать вступать в полевую битву с крымскими татарами. Вероятно, они не надеялись ее выиграть, что позднее с сарказмом отмечал крымский монарх в грамоте, адресованной царю. Максимум, что мог сделать талантливый русский военачальник князь Воротынский, это спрятаться в Гуляй-городе в расчете на то, что Давлет-Гирей I со своими изнуренными долгим маршем войсками не сможет взять укрепление. Царское командование изначально не планировало вступать в открытую битву с ханской кавалерией, надеясь, что вести долгую осаду в сердце вражеской земли у крымских полководцев не хватит времени и возможностей. Эта тактика полностью оправдала себя. Штурм 2 августа, который занимает центральное место в молодинской мифологии, вероятнее всего не был решающим событием, в пользу чего говорит то, что часть источников не упоминает о нем вовсе. Яркие сцены избиения бегущих от стен Гуляй-города татарских орд торжествующими русскими войсками в современных работах не находят подтверждения в источниках. Источники с русской стороны, московские и пискаревские летописцы, Генрих фон Штаден, разрядные и посольские книги «Повесть о победе» ничего об этом не сообщают. Русские современники, похоже, сами не понимали, почему хан отступил, списывая его решение на Божье милосердие и боязнь подхода свежих русских полков. Хотя, конечно, если бы оно действительно были уверены в разгроме и уничтожении крымских сил, то они назвали бы именно этот разгром итоговой причиной поражения. Молодинская битва не затмела в глазах современников зарево московского пожара, хотя ныне была призвана исполнить эту роль в сознании потомков. Битва не сумела подорвать военный потенциал Крымского ханства, по-прежнему игравшего важную роль в истории региона и остававшегося сильной военной державой еще долгие десятилетия, проводившей широкомасштабные походы почти ежегодно после 1572 года. Друзья, как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, было ли вам интересно узнать о битве при Молодях.
Ассаламу алейкум, сау и до новых встреч. Пока.